خیر وقتی که درون همین وطن بستید کو فقط محیط که تنگ میتوبد مثلا کمبودی و بسیار فقط فکر همون کمبودی خطی اون میگذارد فقط فکر و خیال همون خطی بند میشه یه وقتی که بیرون میگردید دیگه دولت رو میبینید با هست استودان میکنید بعد میفهمید که دیستریکت هزار برشک وطن داریم یک مرا بید من خطای بیچاره اویگورو ببینید بیچاره من کورتا تور سروید دیگه جوروید و بیچاره و ببینید کورد هست ملتو وطن دارن بیچاره نه دولت دارن نه وطن دارن و یا چیزنس اما زیاد دارن اما هزار دارن که ما هزار برشک نمیدار کن باور کنید به این کاری معزل نیست دنیا همه کلونی هست که بسیار مشکلات بسیاره برای همون ما همون از اروپای کسرم بسیار گردونم مسئله با 96 سال میداشت پاسپورت ما گرفت هم تو پاسپورت گرفت در رونده پارتوف гапи назад пойдем со мной هم پاسپورت گرفت дай паспорт дай документы هم паспорт тем амонсон میدارم амонсулу هم تو گرفت پاسپورت در رونده پارتوف пойдем за мной 13 روز برده من از спецприем Кстати, ему в фильме «Грозный наставник», естественно, в фильме «Авай», я кадри «Авай хай». Вай баши спецприемщики говорят, я говорю, то спецприем рафтаги мейгум, когда он рафтаги спецприем? В Худжанде, сестренин идет в Худжанде, Таджикистане. Капоросыш мейгум. А турмам ганда, я газопой баддошки. Хозер, хаму Россия, амко Таджикистан барин шуда. Скоро на русском наставник будет. Мардуми Россия уже, в конце концов, они смирились, что нас выгнать не могут больше. Любой кафе медред, азиат мебинет, любой ресторан медред, метро медред, обязательно азиат хаст. Куча медред, обязательно хаст. Уже тоджик, узбеков, кыргызов, все. Уже хамуна, те года пытались нас уничтожить. Те года реально, просто тупо. Вы знаете, останавливали вас, бьют до смерти, черт побери. Они избивали, сломали руки, ноги, ребро. Это было просто ужас какой-то. Не дай Бог, если вы один на улице в них руках попали. Просто не дай Бог. Амин бада свати шаши бегой, сото их дахи бегой. Электричка мекапидан не куштанду. Амин электричка, не дай Бог, да станешь правды. Он соло писал соло ганда بود یا соло نام بیس واحد بود بازار خدا با شکر همه پریاد کش بگیری که همه خدا میگفتم که азиату як 20% наму Россия ташкил мекунад уже. Бу ҷоба даред ҳастанд, кафе бимедаред, ресторан бимедаред. Любой гостиница пятизвездочный даже останавливается, идут там, не знаю, либо кыргыз, либо таджик, там бармен или кем-то работает. Либо там этот, который убирает, как называют их гостиницы? Горничный, да? Работает кто-то. Либо они из Бухара или Самарканд, либо из Худжанды, либо из, там не знаю, откуда-то из Душанбе, либо точно встретите. Однозначно встретите. Это правда. Куда они подходят, говорят, ой, да Влад, это видно фотографировать. Да вы здесь работаете? Да. Кем работаете? Горничный. Это так. Тот день гостиница «Космос», я подошел, снимаем там, фильм снимаем. Нет, пока не можем говорить. И тут, когда вот эта горничная как раз, пришла, чего? Я говорю, ну да. Я так мечтал с вами фотографироваться. Я говорю, откуда? Я с Бухара. Я говорю, ну давайте. Вот что хочу сказать. Я хочу сказать, что те года, не дай Бог, чтобы они вернулись к нам больше. Пусть они уйдут навсегда. Як сисол, пансол, пасвилян, давлат ему бейхат обон меше бача. Вы должны это понять. Поэтому, когда вы слышите, что кто-то жалуется, ему скажите, иди живи в другом месте. Иди живи в другом месте. А вот здесь потихонечку, по чуть-чуть надо создавать, по чуть-чуть надо строить. ما باید که هر یکمون شخصیت ما همه خیلی تربیت کنیم که خودمون همون خیلی شخصی شویم که از کدوم جمعیت آرزو داریم. دقت کنیم. ما همه خیلی خودمون تربیت کنیم رو همه خیلی باید وقت رفتار ما باشه که ما همون خیلی شخصی شویم در خود است که از کدوم جمعیت آرزو میکنیم. اول خودمون همون باید که соответствовать кардан яд гирем.
فقط گفتن در کار نه که این ما با نمیشه این جیبه کردن این خیل این خیل این دست کشیدن در کار. اول خودمون باید همون جمعیتی که نیت داریم آرزو داریم همون خیلی انسان شویم، بعد خبرتون با یک کس دیگه میشه، با یک کس دیگه میشه، با یک کس دیگه میشه. بعد از میبینید که بعد از 2 سال 3 سال یک گله دیگرگونی پیدا میشه. همین نشونه هست که من نگاه کنید کدوم وقت مردم علم میفهمند وقتی که کی میگه برای همه حکومت ما مجبورش تو یا یک یعنی چی نکرد از مجبورش چیزی که فایده بود خلق ما نمیرفت، چیزی که وای به حیاتش به تاثیر میکنه نمیرفت، همینجی توی میشد شهر توز میرفت. یا گفتم دروغ خود خیلی دادر خواهر رواد هیچ گم نه. А зачем? Страну туда як та توی الاغ شود کنی بوسکشه نیست باید Tojikiston اون طرف میرد ازبکستان برد. من دروغ نمیگم بچه ها گپ راستش میگم. نه که چیزی که علم است علم همون وقت به مردم میفهمد که قدرش برسد. من شما 3-4 та чиз میگم. Теперь буду говорить на русском. Договорились? Все, пойдем. Буду говорить о деньгах. Вот, теперь на русском, друзья. Была когда-то эпоха, потом за ними ушла эта эпоха, пришла эпоха активов, недвижимости, заводы, промышленности. Это эпоха, которая прошлый век, в которой мы с вами жили. Потом пришла эпоха, именно информационная эпоха, цифровизация, цифры, компьютеры, интернет и так далее. До нас еще он не дошло и закончился. И почему? Потому что наши народы еще массово интернет не используют. И начинается новая эпоха. Эпоха человеческий капитал. В будущем ни недвижимость, ни завод, ни золото, ничего не заменяет место таланта. Я хочу, чтобы вы точно знали. Будущее абсолютно ничего, потому что именно те талантливые ребята, которые умеют создать модели, создать структуры, создать схемы, ориентированные на мировые ресурсы, ориентированные на масштабах, вот они будут процветать. Друзья, я не могу полностью. Так что будущее принадлежит тем, у кого есть мозги. Ресурсы будут бегать за теми, у кого будет талант. Вот сейчас, сегодня, вы это поймете через, может быть, 10-20 лет, то, что я сейчас сказал. Но запомните, если сегодня вы возьмете за себя и за своих детей и начнете их готовить к перемен, подготовить их надо к этим перемен. И когда наступит этот день, они будут готовыми к достижению больших, великих целей. Но их надо готовить. Если вы каждый год меньше 50 книг читаете, вы остаете от будущего общества. Послушайте меня внимательно. Если вы в год читаете меньше 50 книг о развитии в тех сферах, кем вы хотите стать, вы просто остаетесь невостребованными. В будущем много профессий исчезнут. Халтура исчезнет. Фальшь исчезнет. Ага-пага, это все исчезнет. Ага-мага. Это все временно. Запомните. Это все временно. Наступит время таланты мозги. Тага тебя устроит на работу. Но если ты не умеешь эту работу вести, тебя сразу выгонят. Кто мне понял? Этот день наступит. Общество, сама общество придет к этому пониманию. Всего 3-5 лет спустя вы будете запомнить сегодняшний день на всю оставшую вашу жизнь. Потому что этот день будет не день пророчества. Этот день будет тот день, когда навсегда изменится ваше видение. У вас должно появиться новый взгляд к жизни.
абсолютно новый взгляд. И вы должны быть очень гибкими. Даже если сегодня вы успешны, не надейтесь, что через 10 лет будете такими успешны, как сегодня. Потому что успех – это не диплом на всю жизнь. Успех – это как, понимаете, марафон на всю жизнь. Такого нет, это не стометровка, что побежал ты чемпион. Нет, это всю жизнь надо бегать. Всю жизнь надо бегать, чтобы не оставаться. Это такое. Она превращалась. Понимаете, раньше было диплом, можно было получать, и можно было действительно жить хорошей жизнью. Обеспеченной жизнью жить. Это время уже позади. Один профессор на всю жизнь, стабильность, это умер. Его больше никогда не повторяется. Теперь жизнь намного быстрее меняется, чем мы ожидали. Потому что мы живем с теми людьми, которые изобретают любую технологию и любое лекарство в любой точке земного шара, и через год, и тебе надо через даже неделю доступно, а через год он выпускает новое. Раньше Абу Аль ибн Сино жил, например, в 10 веках, мы читали, радовались. Теперь как будто Сино живет всего на 2 дня впереди тебя. И все его открыть, и ты прямо сейчас можешь ему задавать вопрос. Ты можешь у него узнавать сегодня, как он живет. Вот такое время сейчас. Барьеры нету. Многие вещи изменяются. Теперь мир как... Раньше, если вы работали, ориентировались на рынке Худжанда, теперь рынок весь мир для вас. Имеешь мозги, вот она, мировой рынок твой. Сейчас наступает время действительно таланта. Не ориентируйтесь на маленьких вещей. Если вы действительно... Почему я написал вот эту книгу? Кто-нибудь из вас читали эту книгу? Как стать миллионером в Таджикистане? Ребята, грех эту книгу не читать. Я серьезно говорю вам. Это действительно грех, жить на этой земле и не мечтать сделать свою землю богатыми. Найдите эту книгу, изучайте его внимательно, чтобы вы точно понимали, как это делать. Там написано очень много. И самое интересное, когда эту книгу поставили на продажу, его больше покупали казахи, узбекистанцы, казахстанцы. Даже в Чечне заказали его больше, чем Таджикистан. Я эту книгу не написал для других людей. Я сейчас теперь думаю, это было для местного населения написано. Теперь я ориентируюсь писать новую книгу, точно так же. 100 способов, как стать на рынке Таджикистана миллионером иностранным компаниям. Теперь я буду так написать, чтобы больших людей направить сюда. Потому что я смотрю, это моя книга в Узбекистане, Казахстане. Даже Чечня, Россия больше читает, чем в Таджикистане. А знаете почему? Возможно, она еще на таджикском еще не вышла, или люди, может быть, я его еще не позиционировал, наверное, поэтому люди, возможно, не знают. И я думаю, о чем? Я заметил интересную вещь. Например, слышать слово, что миллионер, например, когда говорят, что это миллионер американец, или это миллионер немец, или это миллионер японец, и так далее, европеец, это естественно воспринимается как будто нормально. А быть миллионером в Таджикистане, ну, нереально. Разве не так? А вы знаете, в голове людей есть невосприятие, оказывается, этого. Потому что много проблем, много трудностей и так далее. И люди, когда слышат это слово, вообще, я за 22 года моей работы как тренера, я заметил, что, оказывается, люди игнорируют слово миллионер и слово богатство. И якобы они читают, что это что-то пафосное. Это что-то как будто, знаете, ну, как-то должно быть по-другому. Интересно, о долгах говорит нормально, о бедности говорит нормально, а о миллионерскую мечту говорит ненормально. Я хочу вам кое-что сказать. Ваш мозг видит только те возможности, которые вы считаете для себя реальными. Повторяю, ваш мозг видит только те возможности, которые вы считаете для себя реальными. Внимание!
Вы достигаете только те цели, которые считаете для себя реальными. Человек является тем, кем он себя считает. Это первая вещь, которую вы в себе должны изменить. Максимально работайте неустанно над собой, чтобы изменить свое восприятие по отношению к самому себе. Изменить свое восприятие по отношению к самому себе. Верьте своим идеалам, что вы можете создавать жизнь этого человека. Вот это Довлатова, которого вы видите, он не родился таким. Я бессонные ночи работал годами, чтобы его создавать. Вот как бы день и ночь я его создал, собрал так. Надо себя создавать. Ты не родишься умными, ты не родишься талантливыми, ты не родишься успешными. Этим становишься. Но если ты возьмешь за себя сам, из себя сделать для самого себя самым важным человеком. Я повторяю, себя делайте для себя самым важным человеком. Потому что когда вы станете более успешным, чем сегодня, вы успеваете помогать многим. В начале пути больше времени, энергия, усилий тратьте на самого себя. Больше денег, которые зарабатываете, тратьте на себя. Я помню, когда в самом начале я работал, вернулся грузчиком и так далее, было очень тяжело. И как чуть-чуть зарабатываю, хожу, учусь, чуть-чуть зарабатываю, иду тренинги. Я помню, вернулся домой. Меня не было года 3 месяца. Я вернулся без денег, у меня было только $50. Моя мама сказала: сынок, ты принес деньги? Я сказал: нет. Я жил в селе. А в селе как это происходит? Это как если ты с России приехал, как будто вся армия приехала. Весь села сели месяц к тебе в гостях. Понимаете? Я никогда это не забуду. Моя мама позвала моего зята и сказала: иди, Ахила, забери, пожалуйста, баран, отвези порез и продай мяснику, и завтра с утра другой порез, чтобы с утра после мечети народ будет толпа, чтобы обеспечить тут людям. А у меня денег не было, я ничего не принес. Она сказала: сынок, почему ты без денег вернулся? На тебя не похож. Я сказал: мам, я все то, что заработал, учился на них. Я ходил на тренингах, я ходил на семинарах в 96 годах. Никогда не забуду. В 96 году мой двоюродный брат купил в 13 микрорайоне за $750 трехкомнатную квартиру. $750. Мой дядя за $600 поехал в хадж. $600 платил и поехал в хадж. Я никогда это не забуду. Потому что я мечтал, когда-нибудь вырасту, свою маму отправлю. Поэтому я знал каждый ценник, анализировал все. Понимаете, в начале года они поехали в хадж, и осенью, в августе я поехал в Россию. Это 96 год. Тогда был доллар 625 рублей. $100, 625 рублей. Курс был такой. Я приехал в Москву и начал работать, то грузчиком, и я работал очень тяжелым трудом. Все то, что зарабатывал, накапливал. Менты забирают, накапливал, менты забирают, накапливал. Я ненавидел их по повольной программе еще. Думал, что ад какой-то. А потом постепенно я изменил свой подход. И все то, что накопил, думал, чем менты заберу, я пойду на тренингах. Я ходил на тренингах туда-сюда, учился. Пожалуйста, выключите свой телефон. Вы же не один тут. Идите туда, разговаривайте. Вот что происходит, когда либо дешевле, либо бесплатно пустишь людей. Потом, я помню, что пришла ко мне одна девушка и сказала: я грузчиком работаю, контейнеры семечка продал. Она подошла мне и сказала: ты знаешь, оказывается, есть тренинг. Не хочешь ли ты пойти? А я сказал, она была молдаванка. Я сказал: что за тренинг? Я слово тренинг в жизни впервые слышу. Она говорит:
знания приобретаешь. Я сказал, а сколько стоит? Она сказала, 3000 рублей. Я в день получаю 100 рублей. Это мой месячный доход. Я грузчиком работаю с утра до вечера в этом контейнере, по 100 рублей мне платят. Это мой месячный доход. Но тогда 3000 рублей, по 600 рублей, если вы 3000 делите, около 500 долларов, 400 чем-то долларов. Один день тренинг, 400 чем-то долларов. Я сказал, я пойду. Я пошел на этот тренинг. Я пошел на этот тренинг, самое интересное было, что 3000 платил. Сидел, там объявили, что будут потом другой тренинг через месяц. Уже через месяц у меня денег не было. Этот тренинг был 5000 рублей. Это около 1000 долларов. 5000 рублей, 800 чем-то долларов. 810 долларов сколько? У меня не было таких денег. Я пришел, там Азербайджан, который, я работал у него в контейнере, его Азер звали. Я сказал, Азер, пожалуйста, дай мне деньги сходить на тренинг. Он сказал, тебе на тренинг? Я сказал, ну да. Он говорит, ты хоть что-нибудь понимаешь? Я видел, что он мне не дает деньги. Я взял через день, мой аттестат был с собой. И свой аттестат привез ему, показал. Я сказал, понимаешь, ты думаешь, что я всю жизнь провожу на этом рынке? Когда он видел мой аттестат, что только русский язык 4, а все остальные 5, он говорит, что ты тут делаешь? Зачем ты проводишь свою жизнь здесь? И он отдал мне деньги, 5000. Я пошел на этот тренинг. Теперь подумайте, 5000 это 800 чем-то долларов. Что я ему до этого пример привез? Это можно было одну квартиру купить в Худжанде. За один день учеба. Я целый год все то, что зарабатывал, я тратил свои мозги. Самое интересное в том, что я сидел там в зале, 98% не понимал на русском. Но я платил такие деньги и верил в свое будущее, что когда-нибудь, рано или поздно, я проснусь, и у меня будет другая жизнь. Наплевать на деньги. Важнее твоя судьба. Нету, их надо найти. Хочешь, чтобы они были в твоей жизни? Сначала себе надо создавать. Поэтому я удивляюсь, когда вижу, что люди для телефона деньги найдут, для шубы найдут, для украшений найдут, дуру, жену, свадьбу делать найдут, обои купить найдут, диван купить найдут, мозги денег нет. Поэтому сложная жизнь. Вот так я изменил свою судьбу. Именно так. На этом все, друзья. Скоро мы выложим в YouTube. Так что до свидания всем. Вы боретесь за свое будущее какими оружиями? Вы можете создавать